часик-полтора погулять, потом вернемся домой, собственно, еще раз покушаем, будем играть, песни петь, читать, заниматься, массаж делать и так далее. Вот так четко по плану и без лишних эмоций расписан день у Афанасьевых. Здесь воспитанием двоих детей занимается папа. В их семье 2 года назад родилась дочь Алиса. Неожиданно и карьера у жены пошла. Алексей ушел в декрет и заботу сначала о первом, а затем и о втором ребенке взял на себя. Работа ей очень нравится. Я, конечно, тоже свою любил работу, но так или иначе не хотелось ее от ее любимого дела отвлекать. Это ее детище, она очень любит свою работу. Между стиркой и готовкой Алексей занимается блогингом, ведет свою страничку в интернете, где делится своим опытом отцовства и выкладывает семейные фотографии. Пей, говорит, папа. Пить. Сейчас в республике около 2000 мужчин в декрете. Выбор в пользу папы делают те семьи, где женщина зарабатывает больше. Мужчина тоже может выйти в декрет и также получать деньги, получать пособие, скажем так, без потерь. Он может работать на полставки и также получать пособие. Это тоже определенный стимул. Тут, как бы, еще раз повторюсь, это западная практика. Действительно ли в Татарстане мужчины готовы пожертвовать карьерой ради ухода за ребенком? Об этом мы спросили как мужчин, так и женщин. Очень хорошо, когда мужчины идут навстречу, помогают своим женам, сидят с детьми и готовы принять на себя такой труд. Нормальная зарплата хорошая, почему мужчине не посидеть в декрете? Это по-любому он должен и работать, и зарабатывать, он же должен кормить детей. А если жена зарабатывает больше? Жена никак больше не зарабатывает. Взять отпуск по уходу за ребенком может не только мама или папа, но и другие работающие члены семьи, бабушка или дедушка. Правда, таких единицы. Алина Бережная, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.